Культура – это то, что остается даже тогда, когда забываешь все, чему учился. Мы рады приветствовать всех зрителей нашего канала. В эфире программа «Культура». С вами Элиза Барахоева. И вначале коротко о главном. Стамбул на бис. Российские музыканты Адам и Дали Гуцериевы вновь пленили жителей Турции красотой своего творчества. В первую очередь была презентация наших работ, которые последние годы научно-исследовательский институт опубликовал. Фестиваль был очень интересно организован. День ингушской поэзии в Сочи. Участники знакового мероприятия подробно рассказывают о нем и делятся своими впечатлениями. Детский танцевальный ансамбль «Мужичи» из Сунжинского района с успехом представил республику на престижном форуме хореографического искусства «Народные узоры» в Астрахани. Стамбул на бис. Российские музыканты Адам и Дали Гуцериевы вновь пленили жителей Турции красотой своего творчества. Их триумф по всему миру является ярким свидетельством того, что преданность выбранной профессии в сочетании с талантом дают свои плоды. На достигнутом они останавливаться не собираются, а идут смело вперед по пути развития и самосовершенствования. Незабываемый концерт в Стамбуле вновь подтвердил высокий статус наших талантливых музыкантов, брата и сестры Адама и Дали Гуцериевых. Напомним, что в прошлом году они с огромным успехом выступили в Турции. 2 аншлаговых концерта не смогли вместить всех желающих, а потому было принято решение сыграть их на бис. И снова 2 дня подряд огромный стамбульский центр Лютфи-Кырдар был заполнен до отказу. Со сцены звучала мировая классика: Петр Ильич Чайковский, Николай Римский-Корсаков, Камиль Сен-Санс и Эдвард Грин в исполнении Большого симфонического оркестра имени Петра Чайковского под управлением Филиппа Чижевского. Дали заворожила публику виртуозной игрой на виолончели, а Адам продемонстрировал мастерство исполнения на фортепиано. Вообще, в целом, эта поездка, она была особая. Мне кажется, у ребят это такая следующая ступень. Вот. И даже не потому, что это новый репертуар. Хотя, конечно, новый репертуар – это всегда тоже вызов, новое сочинение сыграть в большом зале. Мне кажется, это какой-то такой момент развития, углубления, неравнодушия к музыке. Ну и плюс, наверное, наш общий момент коммуникации, взаимодействия на сцене, доверие их ко мне. Ну, для меня они не просто уже солисты стали, потому что мы много играем. Поэтому это такие, такое творческое неравнодушие, вот что скажу. Свой творческий путь Дали Гуцериева начала в 2008 году. Она аспирант Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского. В 2014 году завоевала гран-при на международном конкурсе виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого, а сегодня она входит в жюри этого конкурса. За плечами Дали победы и в международных соревнованиях, в том числе конкурса в Манчестере, Токио и American Virtuoso в Нью-Йорке. Творческий потенциал виолончелистки оценил великий испанский тенор Хосе Каррерас, лично вручив
ей премию «Браво». Я была сегодня намного более уверена в себе, намного более спокойна. Я очень хотела здесь сыграть вот мою новую программу «Концерт сенсации Пеццо Капричозо», и я безумно рада, что это свершилось. Волнение, оно всегда присутствует, но чувство страха уже у меня исчезло полностью. Я это переросла. В детстве это было, и в юности было, а сейчас уже все. Страха нет, но волнение, да, есть. Но, на мой взгляд, все было очень даже хорошо, и зал потрясающий. Я играла с большим удовольствием, и, опять же, я очень рада, что я сыграла эти произведения. Пианист Адам Гуцериев – студент Московской консерватории имени Петра Чайковского. Музыкой стал заниматься с 5 лет, а уже в 11 победил на международном конкурсе молодых пианистов Амиккала в Италии. Сейчас в творческом багаже Адама огромное количество побед и в других престижных международных соревнованиях, в том числе Manchester Music Competition в Великобритании, берлинском конкурсе Фалли Мендельсон и в других. В прошлом году Адам Гуцериев получил первое место и золотую медаль на конкурсе Моцарта в Зальцбурге. Было удивительно, я получил огромное удовольствие, аудитория приняла очень тепло, громко, аплодисменты, много автографов просили, я рад, очень хорошо. Я рад, что у меня получилось сыграть все 3 части, для меня это успех. Когда я исполняю, меня не существует. Я за пределами всех измерений, любого тела, я свободный дух. Вырос уровень, и как раз реакция аудитории, я думаю, свидетельствует этому. Я в целом как человек поменялся. Просто больше опыта, больше уверенности в себе. Концерты в Стамбуле – часть большого гастрольного турне Адама и Дали по городам Европы и Ближнего Востока. Недавно они выступили в Италии, Азербайджане, Франции, Австрии и Германии. А в конце прошлого года были в Санкт-Петербурге, где дали концерты в Государственном Эрмитаже и Екатерининском дворце. Прошедшие в Турции концерты не просто торжественное, а знаковое событие. Они делают процесс многопланового партнерства между Россией и Турцией еще более глубоким и динамичным. Концерт Грига в исполнении Адама был прекрасен. Мы прекрасно провели этот вечер. Дали очень удивила и впечатлила меня. Я получила огромное удовольствие от концерта. Меня поразил тот факт, что у них не было нот, и они запомнили такие длинные произведения. Дали очень вдохновлена музыкой, которую исполняет. Я думаю, что зрители сегодня это почувствовали. Moskova Çaykovski Senfoni Orkestrası İstanbul'a geldi sevgili izleyenler. Lütfi Kırdar Kongre. В турецких средствах массовой информации широко освещался концерт наших музыкантов. Все они отметили высокий профессионализм и искреннюю эмоциональность исполнения артистов. Журналисты подчеркивали уникальное сочетание таланта и мастерства Адама и Дали, а также их способность создавать особую атмосферу, которая трогает сердца слушателей. В репортажах звучали слова восхищения их виртуозной игрой и глубоким проникновением в музыкальные произведения. Особое внимание СМИ уделили тому, как выступление наших исполнителей способствовало культурному обмену между странами и укреплению дружеских связей между народами. Безупречное исполнение классики, высокий профессионализм Адама и Дали Гуцериевых, их глубокое понимание музыки создавали настоящую магию на сцене. Зал был переполнен восторженными зрителями, которые не скрывали своего восхищения. Их виртуозная игра наполняла пространство особой атмосферой, объединяя слушателей в едином музыкальном порыве. Адам и Дали Гуцериевы не просто талантливые музыканты, это настоящие послы классической музыки, которые гастролируют по всему миру, покоряя публику. Выступая на самых престижных концертных площадках мира, их искусство объединяет традиции и современность, даря слушателям настоящее эстетическое наслаждение. Выступления Гуцериевых – это не просто концерты, это путешествие в мир глубокой, чуткой эмоциональности, которое они дарят каждому слушателю. Брат и сестра продолжают покорять мир классической музыки, подтверждая свой статус одних из самых ярких и вдохновляющих исполнителей нашего времени. В Сочи состоялся День ингушской поэзии, организованный региональной общественной организацией Краснодарского края «Национальный культурный центр Войнах».
В числе гостей поэтического вечера были председатель Союза писателей региона Хавашна Кастхоев и ведущий научный сотрудник отдела ингушской литературы Ингушского научно-исследовательского института имени Чаха Ахриева, кандидат филологических наук Марем Елхароева. Мы пригласили их к нам в студию. Мы рады приветствовать вас. Расскажите о самом мероприятии и какая программа была на нем представлена. Вообще-то мы поехали, там до того в Сочи состоялся День ингушской поэзии и День ингушского языка, 2 дня. Но до того был еще фестиваль, первый международный фестиваль литературный Сочи, 3 дня. Мы и в этом мероприятии тоже принимали участие. Так что мы там были почти неделю. В первую очередь была презентация наших работ, которые вот последние годы научно-исследовательский институт опубликовал. Это очерки ингушской литературы в 2 томах. Правда, это проект не закончен, он будет продолжаться. Писателей у нас еще много, творчество, которое еще не освещено. И также еще книга фольклора. Это републикация тех произведений, которые были написаны российскими исследователями в конце 19-го, начале 20 века. Вот эти 2 книги, 2 проекта, мы там презентацию проводили. Точно так же была проведена презентация книги, очень нашумевшей в республике, книги «Печать пророков» нашего замечательного поэта Раисы Дидиговой. Также мы провели там презентацию антологии «Ингушская лира», в которую вошли более 50 поэтов и вообще-то почти 500 стихотворений. Да, очень много стихотворений. И вот также презентовались и другие книги, сейчас не будем перечислять. Эти книги, большое количество книг мы с собой повезли туда. И эти книги были выставлены на ярмарке в рамках вот этого международного фестиваля на ярмарке. И была обратная связь? Насколько люди реагировали, приобретали их? Приобретать, в принципе, мы продавать не стали. Вот, презентовали и дарили вот так. Те книги, так, которые у нас есть. Например, вот эти очерки истории, вот это мы не могли, потому что их в ограниченном количестве. Вот, очерки ингушской литературы и фольклора, это книга фольклора, это эти 2 книги, они были по 10 экземпляров. Но мы их подарили и администрации города Сочи, и в библиотеке, и точно так же нашей диаспоре там. Там же мы обнаружили, служили наши ребята из нашей республики, они в Росгвардии служили, и для них мы тоже сделали подарки, книги и так далее. Вот, книгами очень интересовались, брали адреса издательства и так далее. Мы все контакты будем поддерживать, развивать и посмотрим дальше, как они будут. Мне кажется, во всяком случае, вот на ярмарке все говорили, наш стенд был самый интересный. Ребята, которые там находятся, это в первую очередь Мальсагов Аюб Джабраилович, Аздоев Аюб Джабраилович тоже. Это представители нашей диаспоры. И там еще другие молодые ребята. Они постарались, они вообще вот украсили на большой вот такой стенд был, на котором были вот фотографии большинства наших поэтов, писателей, известных людей, и тех, которых нету сегодня живых, и тех, которые сегодня здравствуют. И вообще очень хорошо было. Наши книги были очень хорошо представлены. И очень много людей подходило. И спрашивали, и брали контакты, и мы брали у них контакты, так что обратная связь была, да? Это самое главное. Нам сказали, что этот фестиваль будет проходить, они планируют проводить ежегодно. Так что связь будем продолжать. А точно так же у нас был и День ингушской поэзии, и День ингушского языка. И там мы проводили, вот, особенно в этом День ингушского языка, очень активное участие принимала Марем Елхароева, но с нами была еще и поэт и писатель, известный у нас в республике, это Эсет Базоркина, она от Союза писателей. Мы вообще, наша делегация представляла 3 организации.
нашу Ингушский научно-исследовательский институт, Союз писателей и Национальную библиотеку Республики Ингушетия. Мы там же проводили презентацию и книг из библиотеки. Там у Национальной библиотеки тоже есть такая библиотечка поэзии. Проект такой есть. В этом проекте опубликовано очень много начинающих писателей. В 24 году была издана антология вот всех этих представленных в библиотечке поэзии, всех этих, по несколько их стихотворений брали из той же антологию. И вот эту антологию мы тоже там представляли, презентовали. Этой антологией тоже интересовались, но жалко, их было мало. Тоже мы ни одну книгу не продали, мы просто раздарили то, что мы можем. Но в ингушской это... Я вмешаюсь. Ага. Когда ты отходил, у тебя брали интервью, мы книги продали. Да? Да. Покупали, вот вы про обратную связь спросили, наша диаспора в основном, Сочи, те, которые живут в Сочи, они покупали. Эсет Газдиева, Базоркина, она по документам, а Ну, это одна как писатель, фамилия. да, как писатель, она известна как Эсет Газдиева. Она одну книгу продала, Кукаймякаш, купили на ингушском языке. И у меня несколько книг взяли, те, которые мы вот там на выставке. Презентовали. Да, Ну, это говорит о многом, да. Одно дело, когда просто дарят книгу, и человек ее берет, а когда непосредственно уже сам приобретает, это говорит о заинтересованности еще больше. Там вот в чем И дело, не я только, поясню. Не только диаспора. Не, я... Взял Да. и сочинец, пожилой старик, подходил, это, наверное, интересная книга, сказал. Как председатель Союза писателей, у него многие подходили, брали интервью. И хотели купить ингушскую лиру. Мы подошли, у вас спросили, помните, сколько стоит? И потом он подошел и подарил эту книгу. Купить хотели ингушскую лиру. Ну вот, это уже говорит Хотели об интересе. купить. Ну, просто Но уже мы не продали. в силу своего Сказали, благородства вы дарим. подарили. Вы подарили, да. Мы презентовали разную литературу. Так как была выставка, поэтому стол надо было заполнить. Мы не только, но в основном, конечно, последние издания. Это Хаваш сейчас перечислил все эти. Вот. И мы повезли также и другие книги. Вот и Газдиева свои книги повезла, и других авторов у нас были книги. Как он отметил, действительно, вот ко мне, когда мы стояли около своего стенда, подошла журналист из российской газеты. Она представилась, сказала, что она в российской газете работает, и отметила, что наш стенд самый лучший, и поэтому она заинтересовалась и взяла интервью. Мы рассказывали, вот то, что сейчас Хаваш говорил, вот таким образом мы презентовали. Вот тем людям, которые подходили, интересовались, мы рассказывали о нашей литературе, рассказывали, что мы привезли, чем интересны наши книги. И обратное, что особенно было вот отрадно, то, что обратная связь была и со стороны нашей диаспоры, и также и другие сочинцы тоже интересовались. Там поэты сочинские посвящали нам стихи, нашим героям, нашему народу. Там очень интересный, вообще сам этот фестиваль был очень интересно организован. А расскажите немного предысторию, именно сбор материала, как он происходил, по каким критериям. На вас лежала очень большая ответственность, вы должны были продемонстрировать, показать людям все самое лучшее, да? При этом у нас очень большой выбор. Если так говорить, то на самом деле у нас очень много достойных авторов, достойных произведений. Как вам удалось выбрать среди всего богатства? Вообще-то это организовывали фестиваль, самые там двигатели и организаторы этого фестиваля была наша диаспора. И у нашей диаспоры были наши книги, очень большое количество, они, видно, тоже собирали годами, и они тоже очень многих писателей, да, выставляли, Хаваш, они выставили,
То есть самостоятельно тоже они проделали некую работу? Конечно. Так работу-то в основном-то и они провели. Мы туда поехали в дополнение к той работе, которую они проводят. И поддержать, да? Да, и поддержать. Просто они обратились к нашему директору, Жамбулату Адельгереевичу Аздоеву, и он откликнулся. Если бы не было бы с его стороны вот поддержки, отклика, то, может быть, мы бы туда и не поехали. Чтобы разноплановая была, чтобы показать разнообразие нашей литературы. Вот с такой целью я повезла и произведения, те книги, которыми я занимаюсь. Это свои книги и книги наших зарубежных писателей, ингушей. И Асет Газдиева также свою детскую литературу повезла на ингушском языке, на русском. Но в основном мы повезли больше, она взяла на русском языке, так как в Сочи... Чтобы было доступно. Да, чтобы было доступно. Но и в то же время, конечно, она и на ингушском языке тоже повезла. И дарили, и я сказала некоторым, даже если хотели купить, мы все равно дарили. Вот как Мария Ахметовна подчеркнула, там очень много выступало местных поэтов, которые писали стихи о нашем народе, о своем отношении к нашему народу, к нашей республике и так далее, о наших героях. И также вот о героях, которые Великой Отечественной войны, о героях, которые там СВО и так далее. Там много вот, взаимообмен. Очень живое. Вот конкретно Барханоеву было посвящено стихотворение. И вот это написал уже местный житель, да? Да. Поэтесса местная, да. Наша диаспора приняла самое активное участие среди всех других представителей других республик. Как здорово. Ну и вы отметили то, что это мероприятие теперь будет носить ежегодный характер. Во всяком случае, так планируется. Я думаю, мы еще не раз соберемся по этому поводу в нашей студии. Спасибо вам большое за интересную беседу. Баркал Бог дал Беркатибоб. Огромное спасибо за то, что пригласили, за то, что нашли время для освещения. Мы надеемся, что это было очень хорошее мероприятие. Мы очень надеемся, что участие нашей делегации в этом мероприятии послужит делу укрепления дружбы между народами. Во всяком случае, мы очень надеемся, что мы оставили там добрые воспоминания. Детский танцевальный ансамбль «Мужичи» из Сунжинского района с успехом представил республику на престижном форуме «Смотри» хореографического искусства «Народные узоры в Астрахани». Юные дарования, воспитанные под руководством хореографа Османа Итазова и балетмейстера Мадден Икажевой, покорили зрителей и профессиональное жюри своим отточенным мастерством и артистизмом. Конкурсная программа фестиваля включала номинации для солистов и ансамблей, где за первенство боролись 22 коллектива из различных уголков России. Наряду с ингушскими танцорами свои таланты продемонстрировали представители Калмыкии, Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областей. Образовательная программа фестиваля также была насыщена интересными событиями. В рамках форума прошли мастер-классы от ведущих экспертов в области народного танца. Особенно полезной для участников из Ингушетии оказалась встреча с Анной Калыгиной, заведующей отделом хореографического искусства Государственного российского дома народного творчества. Ансамбль «Мужичи» был удостоен высокой оценки жюри за исполнение традиционного девичьего танца. Их яркое и запоминающееся выступление было отмечено дипломом 3-й степени, став заслуженным признанием таланта юных танцоров и их наставников.
Детский хореографический ансамбль «СИК» в свою очередь представит наш регион на втором грантовом хореографическом соревновании «Битва городов». Мероприятие пройдет с 31 мая по 1 июня в городе Железноводске Ставропольского края. Организаторами конкурса выступают Международный культурный центр «Будущее детям» International Dance Council ЮНЕСКО при поддержке Министерства культуры и просвещения Российской Федерации. Основными целями конкурса являются поддержание и развитие традиций национальной хореографии народов России и мира, воспитание у детей и молодежи чувства прекрасного на примере лучших образцов классического народного и современного танца, активизация творческой деятельности хореографических коллективов, укрепление связей с другими организациями в сфере искусства, а также улучшение методов работы. На суд жюри прославленный ингушский ансамбль представит 6 танцевальных номеров в различных категориях, демонстрируя богатое культурное наследие, традиции и эстетику родного края. Мы пожелаем нашим ребятам удачного выступления и победы на конкурсе. Непременно будем освещать их успехи в нашей программе. На этом мы прощаемся с вами до следующего эфира. Всего вам самого доброго.